В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы говорим с нашим гостем Асланом Абдуллаевым, с директором департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики о событиях на Украине. Аслан Машвов. Как религия должна реагировать на такие события, которые происходят в Украине? Алхамдулиллах, аллази хадана лил-ислам, ва шарафана би расулихи, алейхи абдуллу салату вассалам, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Пусть Аллах примет благое и убережет нас от запретного. Специальная операция в Украине. Самый актуальный вопрос в нынешнее время. Что говорится религия об этой ситуации? И как должен поступать верующий человек в данной ситуации? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе говорит: «Инна халяля байин, ва инна харама байин». Поистине, любое дозволенное, оно явное. И любое запретное, оно явное. Нет в религии чего-нибудь такого, на что бы мы не получили ответ. Любое дозволено, оно явное. Будь ли это Коран, будь ли это сунна нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Как должен поступать верующий человек в данной ситуации? Конечно, любой верующий человек, где бы он ни находился, в нашей стране, в нашей республике, он должен всегда соблюдать, четко идти по Коране и сунне нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Касательно той ситуации, которая сейчас происходит на Украине, да, ситуация происходит на Украине, но эта ситуация касается каждого верующего человека, который проживает в нашей стране, будь ли это Чеченская Республика, будь ли это Дагестан. И любой верующий человек, его так или иначе напрямую касается этот вопрос. И каждый верующий человек ищет ответ на эти все вопросы. Что говорит религия? Последняя проповедь нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, совершая последний хадж, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, обратился к верующим людям. Он сначала спросил, что за день сегодня, что за место, в каком месяце мы находимся. Верующие ответили ему, что поистине мы находимся на запретной земле. Поистине мы находимся в запретном месяце. Почему пророк, алейхиссалату вассалам, спросил эти вещи? Потому что он хотел донести до каждого верующего человека, который придет из его общины, что тот разговор, который последует за этими словами, за этим вопросом, этот вопрос очень важен. После чего пророк, алейхиссалату вассалам, сказал напутствующие слова своей умме: «Инна димаакум ва амвалакум ва арадакум харамун алейхи». Поистине ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретны между вами. Ссылаясь на этот разговор, мы понимаем, что ислам в первую очередь ислам защищает человеческую жизнь, защищает человеческое имущество, защищает человеческую честь. Та ситуация, которая складывается на Украине, да, конечно, в этой ситуации замешан украинский народ. Но мы должны понимать, что не именно украинский народ сегодня противостоит Российской Федерации или тем мусульманам, которые находятся в Чеченской Республике. Мы противостоим той идеологии, которую хотят внести. А что за идеологии, которые хотят внести? Вот мы посмотрим те идеологии, которые пришли в Ливию. Та идеология, которая пришла в Ирак. Под большими лозунгами, под большими буквами о правах человека, об свободе слова вогнали целые страны в революции, в смуту. По сегодняшний день, на протяжении 15-20 лет, эти страны не могут выпутаться из этой смуты, не могут стать на ноги. Хотя до специальных операций, которые проводил Запад на этих территориях, это были процветающие, свободные страны, где был свободно избранный руководитель, где было руководство, где была власть, где люди жили, процветали. А сейчас, после тех реформ, которые они навязывают, этот Запад навязывает тем или иным странам, мы что видим? Мы видим, что от тех лозунгов, которые были впереди, до
революции или до изменений, до смены власти, от этих лозунгов остались только слова. Поэтому... Аслан, я вас перебью. Будет правильно, если мы скажем, что события на Украине являются вызовом для мусульман, правильно? Да, конечно, Дон. А вот ссылаясь на все эти факты, мы должны понимать, мы понимаем, что это прямой вызов мусульман. Прямой вызов мусульманам и верующим людям. Потому что за этим вызовом стоит ущемление нашей религии, ущемление наших прав, ущемление наших традиций, ущемление наших семейных ценностей. Все ведется к этому. Поэтому, если прямым текстом, конечно, спросить, человек затрудняется ответить на этот вопрос. Мы должны чуть-чуть этот вопрос раскрыть, чтобы понятие у людей раскрылось, чтобы не преподносить людям, как преподносят в средствах массовой информации, что якобы Чеченская Республика, в частности и во главе Российской Федерации, напала на какую-то страну или на какой-то народ. Нет, мы противостоим чему? Это специальная операция против чего? Против той политики, которая проводится против нашей страны, против свободы нашей страны, против прав людей нашей страны. Поэтому мы должны более так расширенно отвечать на этот вопрос. И ссылаясь на те факты, ислам что говорит? Если один человек погибнет, защищая свою честь, погибнет, защищая свою совесть, погибнет, защищая свою религию, погибнет, защищая свое имущество, что этот человек является мучеником. Мучеником на пути довольства своего Творца. А например, та политика, которая нам навязывается через те или иные страны, она напрямую будет ущемлять нашу религию, напрямую будет ущемлять наше состояние, нашу честь, наши семейные традиции. Это будет напрямую ущемляться. И ссылаясь на это, один ответ. Религия говорит, что каждый человек должен жить свободно, исповедовать свою религию, свои традиции. А то, что нам навязывается, мы видим под этим большое сомнение. Вот вопрос еще касаемо реакции, да? Известно, что во всем мире многие страны показали свою позицию касаемо событий в Украине, но вот реакция арабских стран, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, да, вот как мы могли бы прокомментировать вот эту политику, которая, в принципе, что является заслугой того, что эти страны не объявили нам санкции? Ну, в первую очередь мы должны понимать это благодаря той политике, той работе, которая проводится нашим руководством республики. В первую очередь я хочу сказать руководство республики, подчеркнуть, потому что благодаря той политике, которая проводится нашим руководством республики, исламский мир видит, что на территории Российской Федерации люди, верующие люди, спокойно исповедуют свою религию, не только исповедуют, но соблюдают свои традиции, спокойно в мире созидают и продолжают не только жить и созидать, но и распространяют ислам по всей Российской Федерации. Благодаря тем материалам, которые делает ваш канал, благодаря той политике, которую проводит Министерство национальной политики, все, что происходит в республике, та работа, которая по духовно-нравственному воспитанию, по гармонизации семейных ценностей, эта работа бывает доступна тому или иному зрителю Саудовской Аравии, любому мусульмане. Люди видят, что да, Россия не против ислама. В России живут верующие люди, мусульмане или другой конфессии, живут и свободно исповедуют свою веру, соблюдают свои традиции. Благодаря той политике, которая проводится в республике, мы видим, что на межконфессиональном и межнациональном розни никакого конфликта у нас в республике нету. Благодаря вот этой политике исламский мир понимает, что ущемление в религии
нету. Поэтому здесь живут мусульмане, свободно исповедуют свою религию, свободно соблюдают свои традиции. Поэтому такое отношение к нам. То есть мы можем сказать, что это является заслугой нашего руководства республики, а также это является некая модель, которую мы изначально, возможно, да, руководство, люди, которые занимаются внешней политикой, предусмотрели, да, подстраховались для себя в том, чтобы в таких ситуациях не остаться полностью изолированным от мира. Вот многие люди, не буду называть их экспертами, возможно, можно их как-то охарактеризовать как люди, которые имеют свою аудиторию, да, пытаются дать некую лживую оценку, либо пытаются вывести на провокацию тех религиозных деятелей, которые работают на территории России и за пределами, пытаясь передать якобы смысл джихада, допустим, который сейчас, да, есть в Украине. Вот элементарный вопрос, давайте попробуем объяснить нашим зрителям, что является главным определением джихада. Хамзат, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы еще хотел бы чуть-чуть предыдущий вопрос раскрыть. Касательно мы всегда любим ссылаться на ту или иную страну, но мы должны понимать, та или иная страна всегда во всех вопросах самое главное – это для той или иной страны самое главное – это их интересы, интересы их граждан, интересы их страны, интересы их политики. Поэтому мы должны понимать, любое государство, если тот или иной вопрос становится против их интересов, они всегда идут по интересу своей политики, придерживаются интересов своих граждан. Поэтому мы сами должны понимать, что вот этот вопрос, кто бы его не поддерживал или кто бы не был против этого вопроса, вопрос не в чьих интересах мы упускаем. Вопрос в том, что руководство нашей республики, руководство государства целенаправленно исполняет интересы своей страны, своей республики, интересы граждан этой республики, интересы будущих наших детей. Поэтому, если сегодня мы видим поддержку какой-то страны, завтра мы эту поддержку не увидим, мы не должны разочаровываться. Потому что каждая из тех или иных стран ищет в этом вопросе, ищет свои интересы, интересы своих граждан. А мы в первую очередь тоже, руководство нашей республики всегда ищет интересы своей республики, интересы жителей этой республики, интересы будущих наших детей. Поэтому, отвечая на тот вопрос, джихад, да, мы должны понимать, любой человек, который будет смотреть эту программу, может у него возникнет такое мнение, что религиозные люди или имамы, или верующие люди как-то жаждут крови. Мы не жаждем крови. Если бы мы жаждали крови, мы 15 лет бы не призывали бы всех тех людей, которые остались там или были на той или иной стороне, не призывали бы их к миру. Мы должны понимать, руководство с первого дня по сегодняшний день и даже сегодня руководство стремится, чтобы республика оседала, чтобы в республике был мир. На протяжении с 2000 года, 20 лет, мы идем к миру. Мы каждым шагом гордимся. Каждый шаг, каждое развитие наших улиц, наших городов, что у нас в городе стало спокойно, что у нас здесь есть туристы, мы радуемся. Мы стремились к этому. Да. И тем более сейчас в этой сцене чеченский народ никогда не жаждал крови, потому что мы сами прошли эту войну. Мы знаем, что такое беда, мы знаем, что такое война, что такое бомба. Не понаслышке знаем, мы дети этой войны. Поэтому каждый зритель должен понимать, сидя здесь, проводя эти передачи, мы не призываем к войне, к кровопролитию. Мы сами боимся этого кровопролития. Мы хотим избежать, чтобы
украинский народ избежал этого кровопролития, чтобы они одумались. Ту фразу, которую произносит сегодня Запад, говоря об украинском народе, те лозунги ихних лидеров, которые говорят, будем воевать до последнего украинца, это не новшество. Вчера этот лозунг был на Чеченской республике. Да, они говорили, да, мы будем воевать до последнего чеченца. Но чеченский народ одумался, проснулся. В чеченском народе появился лидер, который четко знал понятие, что такое джихад, который встал, и за ним пошел народ. Пошел на истинный джихад. Джихад – это мир, созидание и джихад каждый со своим эго. Вот мы это должны понимать. Поэтому каждый зритель должен понимать, мы против войны. Мы против развала, мы против таких бед. В этой ситуации мы защищаем свое будущее. Мы защищаем завтрашний свой день. Мы защищаем. Нам не нужна эта политика. Нам не нужны угрозы. Мы до сих пор жили в мире. Поэтому каждый зритель должен понимать, мы разговариваем, исходя из той ситуации, которая сложилась сегодня в стране. Я с вами абсолютно согласен, Аслан. Мы также знаем, что Украина, та часть, которая ближе к Евросоюзу, она исповедует и христианство, и известные комментарии Папы Римского, Франциска, о том, что этот человек пытается стать на определенную сторону. Ну, в этом случае на сторону Украины, а именно на сторону тех, кто сегодня ведет агрессивную риторику в сторону России. Вообще, как вы могли бы прокомментировать, может ли такой человек, как Папа Римский, вставать в этой ситуации на чью-либо сторону? Либо он должен все-таки призывать к миру и тех, и других, и в первую очередь давать объективную оценку? Прежде чем сказать, прокомментировать их слова, я бы хотел еще дополнить. Мы должны понимать, что мир разделился на два лагеря. Это не сегодня мир разделился на два лагеря. Еще с давнейшних времен, много лет назад, мир разделился на два лагеря. Пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, спросили, когда будет судный день. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, об этом лучше знает наш Творец. Что у него нет точного даты наступления судного дня. Тогда у него спросили, а какие будут признаки судного дня? Отвечая на этот вопрос, пророк, алейхиссалату вассалам, затронул такую фразу. Один из признаков судного дня, что рабыня будет рождать своих господ. Что такое рабыня будет рождать своих господ? Ученые, верующие люди говорят, один из признаков приближения судного дня – это развал семейных ценностей. Да, будут рождаться дети, но эти дети будут иметь преимущество над своими родителями. Они будут как господа над своими родителями. И родители в этом случае будут как рабы перед этими детьми. Вот вы смотрите, ту политику, которую продвигает Запад, мир разделился на два лагеря. Тот лагерь, который стремительно делает подготовку для как бы сказать правильно, стремительную подготовку к тому времени наступления судного дня, чтобы выявился антихрист. И тот лагерь, который противостоит антихристу, тот лагерь, который хочет остаться на своей религии, на своих традициях, на своих ценностях. И те, которые тщательно подготавливают всю почву, чтобы антихрист появился, у них всячески разрушают все ценности касательно религии, касательно семьи, касательно семейных отношений. Вот вы посмотрите, все делается против святых писаний. Ну да, это часто можно наблюдать. Да. Сжигание. И вот эту политику потихоньку навязывает нам. Огромная работа в Чеченской Республике проводится в плане реализации единой концепции по духовно-нравственному воспитанию. Огромная работа проводится в укреплении семьи. И то мы
еле успеваем бороться с социальными сетями. Но представьте, если эта политика будет развиваться у нас внутри республики, если эти ценности начнут развиваться, мы не сможем. А вы противник или сторонник социальных сетей? Или у вас нейтралитет какой-то? Я противник плохого. Хороший ответ. Могли бы вы прокомментировать действия мирового сообщества против традиционных ценностей таких стран, как Россия, Беларусь? Ну, в принципе, мы об этом говорили. Не считаете ли вы, что в будущем это может стать глобальным кризисом между религией и современной цивилизацией? Вот весь мир стремится к развитию, верно? Да. Но почему-то это развитие мы наблюдаем, и мы это ясно понимаем, это развитие почему-то должно перечить, либо оно идет поперек тем хорошим, реальным семейным ценностям, идет поперек религии, идет поперек здравому смыслу. Как вы думаете, почему все-таки мировое сообщество попекает именно этот вектор развития современной цивилизации? Либо это все-таки задумка сатаны? Ну, как мы говорили, мир разделился на два лагеря. И тот лагерь, который проводит ту работу, которая угодна Антихристу, они стремятся всю нечисть распространить по всему миру. Вот со времен, как Всевышний сотворил человека, эта борьба идет. Но сегодня эта борьба, если вчера эта борьба шла под прикрытием, под какими-то за красивыми какими-то ширмами или лозунгами, сегодня эта борьба идет открыто. Открыто это идет борьба. Сегодня, если вчера, когда захватывали Ирак и публично законного президента казнили, тогда они когда-то искали какое-то оружие. Но сейчас они говорят, нет, вот эти традиции нам не подходят, вот эта религия нам не подходит. Должна быть свобода слова. А под этим лозунгом свободы слова что заключается? Оскорбление чувств верующих, оскорбление традиций. У нас, например, много людей живут за границей. Когда дети начинают расти, они бегом-бегом собирают детей, бегом-бегом едут в Чеченскую республику, чтобы в духе своих традиций воспитать этих детей. Потому что одно-второе поколение, если воспитывают, верующие люди говорят, в вере второе поколение невозможно в Европе воспитать. Второе поколение в вере невозможно воспитать, потому что ведется сильная работа. Вот представьте себе, какая работа ведется. Если даже детей, если ребенок ставит под вопросом, если ребенок, у него большой вопрос, мальчик ли он или девочка. К сожалению, это факты, и они имеют место быть сегодня в Европе. Вот сегодня верующие люди, например, жители Чеченской республики, Дагестан, Северного Кавказа, верующие люди, будь ли это православные, мусульмане, есть ценности, которые они из поколения в поколение несут в своих сердцах. И вот человеку захотелось как-то потоптать эти ценности. Вот тот факт, когда произошел тот факт, когда карикатуру нашего пророка, алейхиссалату вассалам, сделали, мы же видели, какие массы людей собрались в Чеченской республике, да. Не защищая нашего пророка, защищая свою веру, защищая свои ценности, защищая то, что у них в душе ценно, защищая своих детей. Поэтому для нас это очень чуждо. Для нас это очень чуждо. Чеченская республика, если посмотреть в историю, вот давайте посмотрим в историю. Когда-то во времена принятия ислама, когда первый раз заносили в Чеченскую республику Коран, у нас в преданиях есть, что Чеченская республика встречала Коран, который заходил в Чеченскую республику, завозили в Чеченскую республику, весь чеченский народ из-за уважения к священному писанию вставал. У нас по сегодняшний день дети встают за уважение к отцу, да. За уважение к матери. У нас по сегодняшний день в домах престарелых нету бабушек, дедушек.
ту любовь, которую, ту традицию, которую передали наши отцы, мы стараемся передать своим детям. И мы хотим так прожить, а не так, чтобы наши дети, и мужчины не знали, что они мужчины, и женщины не знали, что они женщины. Мы и так с этой грязью еле боремся. Поэтому нам эта грязь чужда. Поэтому каждый человек, который идет сегодня на Украину, он считает своим долгом защитить свою родину. Верующий человек, мусульманин или другой конфессии, он считает своим долгом защитить свою семью, он считает долгом защитить свои ценности, свои традиции. Поэтому не надо удивляться. Не навязывайте нам то, что нам чуждо. Я с вами абсолютно согласен, Аслан. И завершая нашу программу, хочется задать финальный вопрос. Если, допустим, завтра какой-нибудь молодой человек будет очередной раз интересоваться событиями в Украине с точки зрения религии, вот, что бы вы ему советовали бы, на что в первую очередь обратить внимание во всем этом процессе, чтобы у него не было бы неправильных мыслей? На что он должен правильный акцент сделать? Допустим, я вот смотрю YouTube-канал, да, у меня там разная информация. Все-таки сегодня доступ к информации у всех есть. И мы смотрим, любую информацию можно смотреть. На что ему в первую очередь необходимо обратить внимание и кого ему стоит прислушаться, прежде чем какие-то выводы делать касаемо вот этих событий? Прежде всего, мы должны понимать, что Чеченская Республика пережила большие трагедии. Ну, даже если ту трагедию, та война, которая была, последняя война, которая у нас была, это большая трагедия, это большие беды. И в этой ситуации кого человек должен прислушиваться больше всего на фоне всего этого? Да. Почему люди поверили нашему первому президенту? Это единственный человек, который не вывез свою семью за пределы Чеченской Республики. Это единственный человек из чиновников, который оставался в республике среди своего народа. Те люди, которые уезжают за границу, живут со своими семьями, спокойно живут. Они должны понимать, что жители Чеченской Республики, почему житель Чеченской Республики, почему житель города Грозного или Аргуна, или Гудермес, почему он не может спокойно жить, почему его дети должны погибать, почему у них должны слезы проливаться. Если у тебя есть какие-то вопросы или какие-то проблемы с законом, реши эти вопросы, но не подталкивай людей на какие-то неправовые действия. Не старайся поднять. Конечно, у каждого человека, вот я как имам центральной мечети, я не идеальный человек. Поэтому каждый человек, который смотрит в соцсети, который слушает людей, он должен слушать тех людей, которые живут среди этого народа, которые стараются во благо этой республики, во благо этого народа. Есть люди, которые по тем или иным причинам, или из-за того, что экономических проблем не могут вернуться в Чеченскую Республику, но поверьте мне, у каждого у этого человека имеются здесь дома, имеются здесь квартиры. И самое, что интересное, даже никто не посягает на их имущество. Они любое время, их родственник приезжает, проводит здесь лето, хорошо отдыхает в тех ресторанах, которые построены, в тех курортных центрах. Вот та работа, которая сегодня проводится, это проводится во благо. Вот я каждое утро выхожу на работу, у меня намерение быть во благо нашей республики, во благо нашего народа. Этот человек, я, наверное, за своих детей так не переживаю, как этот человек переживает за детей, которые участвуют в спецоперации на Украине. Днем и ночью на связи. Вопросы одежды, вопросы питания, вопросы снаряжения, вопросы медицинские вопросы, каких только вопросов не бывает. Тысячи людей, этот человек днем и ночью. Есть люди, которые из-за своих детей не могут со стула встать, чуть-чуть себе какую-то проблему создать. Этот человек сам выехал в зону проведения спецоперации со своим сыном, чтобы поддержать наших бойцов, чтобы поддержать нашу страну, чтобы поддержать нашу республику. Вот и мое мнение, когда человек слушает кого-то, вот посмотреть, вот этот человек рискует своей семьей. Почему этот человек не увез в Европу? Почему свои активы он не перевез в Запад?
или другие страны, потому что этот человек связывает свое будущее, будущее своих детей связывает с этой землей, с этой республикой. Поэтому каждый раз, когда говорят, заморозили ваши счета, он смеется, потому что у него нету за границей никаких счетов. Этот человек все свое будущее связывает с этим народом, с этой землей. С такими людьми надо считаться, с таких людей надо слушать. А те люди, которые живут в Западе, конечно, даже самые ценные, когда их не оскорбляют, они 5-минутного эфира не делают, чтобы защитить свою веру, защитить свою честь. Я с вами абсолютно согласен, Аслан. И вот опять же таки у меня финальный вопрос еще один родился. Вот касаемо других регионов Российской Федерации, где основная религия является ислам, либо, ну может не основная, но, допустим, 50/50. Реакция и поведение тех тех религиозных деятелей, которые представляют эти республики либо регионы, какой-нибудь комментарий хотели бы дать? Все говорят, почему Чеченская республика всегда во главе флагман, как говорится, авангард. Да. Арабская пословица есть такая: манзак араф. Тот, кто вкусил, тот познал вкус. Чеченская республика вот от этих призывов, от этих перемен больше всего пострадал. И чеченский народ больше всех пострадал. И мы знаем, чем заканчиваются эти лозунги. Поэтому руководство выросло, будучи молодым человеком, наш глава вырос вот этой проблеме. Он изнутри знает эту проблему. Стоит только произнести букву, начальную букву, он знает, какое предложение будет в конце. Поэтому Чеченская республика потеряла очень много своих ребят, и из-за каких-то амбиций Запада, западных спецслужб, каких-то террористических организаций. Поэтому мы не хотим. Мы не хотим. Поэтому Чеченская республика настороженно относится к таким действиям. Поэтому она всегда свой негатив показывает в первую очередь. Да, некоторые видят только лозунги, некоторые видят громкие слова. Но мы знаем, что спрятано за этими громкими словами. Потому что террористические организации с Запада, с Востока, кого тут только не было. Каждый по-своему дудил. Но проблемы оставались нашему народу. Я вас благодарю за то, что вы сегодня нашли время для нашей программы, для того, чтобы объяснить нашим зрителям ситуацию вокруг Украины с точки зрения религии ислам. Я напоминаю нашим зрителям, это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был Аслан Абдуллаев, директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями, администрацией, главы и правительства Чеченской Республики. Аликейл.